Проект народного танцевального коллектива «Грэннис» выиграл президентский грант. С концертной программой артисты планируют выступать в интернатах для престарелых людей, чтобы скрасить жизнь подопечных и подарить им праздник. К слову, сами участники коллектива – активные пенсионеры. Им от 50 и до 75 лет. И своим примером они показывают, что и в третьем возрасте можно жить ярко и интересно. «Грэннис» не только участник всевозможных республиканских и российских конкурсов. Коллектив успел засветиться даже на одном из центральных каналов в программе «Поле чудес». Александра Головина от тех, кто всегда позитивно смотрит на жизнь. Под хиты 80-х на зависть молодым зажигают артистки так называемого мудрого возраста. Известный в коме танцевальный коллектив «Грэннис» готовится к очередному концерту. А если быть точнее, подтверждать звание народной, которое они получили еще 5 лет назад. Сама группа на сцене с 2004 года появилась она с легкой руки Дины Чикаленко, у которой профессия совсем далека от творчества. Женщина 26 лет проработала на шахте на Украине, а на пенсию вернулась в родной Сыктывкар. Здесь она часто выступала на празднике в школе у внука, да так ей понравилось, что пришла идея, почему бы с бабушками не объединиться. Каждый мальчик, девочка восхищались своей бабушкой. Моя бабушка так танцует, моя бабушка кричит, и моя бабушка присядку танцует. Все, я пришла домой. И стала звонить не бабушкам, а родителям этих детей. И никто меня не поддержал. Да вы что, бабушка должна дома нянчить, там варить и так далее и тому подобное. Тут же я положила трубку и звоню уже до бабушки. И ни одна бабушка не отказалась. Все держалось в строгом секрете. Заговорщицы стали готовить танец Чарльстон. Чтобы все прошло успешно, пригласили даже профессионального хореографа. Сама Дина Ивановна сшила жилетки, достала шляпки. В качестве тросточек служили ивовые ветки. И вот 8 марта устроили для всех сюрприз, чем вызвали восторг у публики. С тех пор так и танцуют вместе. Сейчас в их творческой копилке 59 танцев и 9 танц-шоу. Выросло и количество участников с 6 до 54. Ушла на пенсию. Сперва ходила на бальные танцы, но это не для меня. Дина Ивановна какое-то время подошла ко мне и говорит: приходи ко мне в ансамбль, это самое. Я говорю, я с удовольствием. И вот 12-й год. Эмоции в танцах всегда получаешь, и всегда в настроении приходишь домой. За короткое время «Грэннис», что с английского на русский переводится как «бабулечки», обрел широкую популярность. Сегодня от поклонников нет отбоя. Артистки – постоянные участницы всех республиканских праздников и конкурсов, но больше всего их ждут в социальных учреждениях. Особенно в пансионатах, где живут люди преклонного возраста. Дина Ивановна вспоминает, как в Кунипском интернате во время цыганочки на сцену выскочил один из зрителей. Он как выскочил на сцену, да как стал плясать. Все в зале хлопали, кричали, восхищались. Он там нигде не танцевал. Он был таким несчастненьким, бедненьким такой. А тут выложился по полной программе прямо. И с тех пор, вы знаете, все у меня в сердце, в душе, думаю, ага, значит, нам надо запланировать поездки в дома престарелых конкретно. Так появилась идея проекта «Когда в душе горит огонь», который выиграл президентский грант. Артистки придумали концертную программу, с которой «Грэннис» будет ездить по интернатам для пожилых людей. И это будут не только танцы, но и мастер-классы по хореографии, изготовлению бус из кусочков ткани и цветов из атласных лент. Тем временем вокальная группа споет прямо в палатах для лежачих. А еще для каждого жителя интерната у бабушек заготовлен подарок – сладкий сюрприз и кукла-оберег. Александра Головина, Елена Кононова, Антон Булаев, Иван Богомолов, телеканал «Юрган».